Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Уважаемые подписчики, в Туркменистане сотрудники Управления кибербезопасности и Министерства национальной безопасности с одобрения высшего руководства страны или по личной инициативе объявили тотальную войну интернету. От этого страдает население по всей стране. Люди не могут нормально учиться, работать и элементарно общаться со своими родными, живущими за рубежом. Доступ в интернет является большой проблемой для граждан Туркменистана, искусственно созданной конкретными людьми, сидящими в кабинетах спецслужб. Все, что происходит с доступом к всемирной паутине, это не что иное, как нарушение базовых прав человека. В ответ мы объявили им войну. Несколько недель назад мы призвали наших читателей в Телеграме слить нам личные данные блокировщиков интернета в Туркменистане. Мы получили массу полезной информации и делимся ею с вами. Основные интернет-враги Туркменистана – это Максат Гильдыев, Дидар Сеидов, Аланазар Кулназаров и Сердар Нурлиев. Все они работают в МНБ и успешно продвигают руководству страны идею о национальной безопасности. Фактически захватив доступ во всемирную паутину, они делают на этом большие деньги. Но многое пока остается неизвестным. Нам очень нужны их фотографии. Поэтому, если вам есть что нам рассказать, пожалуйста, свяжитесь с нами в Телеграме. Мы гарантируем вам полную анонимность. А сейчас подборка того, что мы успели от вас получить. К середине августа в Туркменистане был практически полностью заблокирован доступ в интернет. Из 4 миллиардов известных в мире адресов в стране заблокировано 3 с лишним миллиарда. Блокировками интернета занимается такая структура, как Управление кибербезопасности при МНБ. После вывода этого подразделения из состава 8-го управления Министерства национальной безопасности руководителем туда назначили Максата Гильдыева, возглавлявшего в течение 10 лет само 8-е управление. Год назад Гильдыев проштрафился, и его вернули на прежнее место, но уже в качестве заместителя начальника. Кибербезопасность же возглавил родственник Гильдыева, Аланазар Кулназаров. Фактически Гильдыев так и остался главным блокировщиком интернета, сохранив все свое влияние. Еще одним интернет-злодеем из Управления кибербезопасности является Дидар Сеидов. Известно, что его родной брат Шахрат Сеидов в 2009 году был депутатом Меджлиса Туркменистана. И это далеко не все туркменские интернет-блокировщики. Все они сколотили огромные состояния на взятках за внесение серверов в так называемые белые списки. Каждый из сотрудников управления, в том числе рядовых, смог заработать на этом до нескольких сотен тысяч долларов. Услуга стоит 1500–2000 в месяц. Заплатив взятку, пользователь получает доступ в свободный высокоскоростной интернет. Сумма для этой страны астрономическая, но желающих немало. Доступ в свободный интернет имеют квази-независимые туркменские издания, такие как Туркмен-портал и Арзуф Ньюс. В некоторых ашхабадских отелях и ресторанах также имеется отдельная линия со свободным интернетом. Все они за эту возможность стабильно платят. Вот так под предлогом защиты национальной безопасности работники Управления кибербезопасности осуществили захват интернета в стране, выдавая свободный доступ во всемирную паутину лишь платежеспособным клиентам. Из-за них интернет в Туркменистане превратился в привилегию для богатых, а заодно они и сами смогли обогатиться. После выхода на сайте Turkmen News статьи о блокировщиках и публикации номера мобильного телефона Максата Гильдыева в редакцию стали поступать звонки и сообщения с этого номера. Гильдыев поначалу пытался угрожать, мол, из-за подобных публикаций блокировки будут только жестче. Но потом он стал предлагать деньги, лишь бы только статья была снята с сайта. Упомянутого выше Дидара Сеидова после публикации понизили в должности, переведя из Управления кибербезопасности руководить солдатами, охраняющими государственные объекты. Однако это лишь формальное наказание. На самом деле и Гильдыев, и Сеидов сохранили свое влияние и по-прежнему отдают приказы о блокировках. Одной рукой они и их коллега Сердар Нурлиев блокируют интернет, а другой берут крупные взятки за свободный доступ во всемирную паутину. Также после первой статьи о блокировщиках пострадал Аланазар Кулназаров. Его уволили, а пост главы управления занял Ейлым Бердыев, являвшийся до 2020 года министром национальной безопасности. Что касается последнего, то, по словам осведомленного источника в Ашхабаде, Бердыев был послан в Управление кибербезопасности для наведения там порядка.
будут ли при нем смягчены интернет-ограничения. Бердыев мог бы как минимум вернуть гражданам Туркменистана доступ к тем сайтам, которые были заблокированы совершенно беспричинно. Разобраться новому руководителю будет сложно, так как при Гильдыеве из Управления кибербезопасности уволили всех компетентных специалистов. Между тем, статья о конкретных блокировщиках вызвала большой резонанс в Туркменистане. В ответ нам стали мстить. Так, спустя ровно неделю на наш сайт была организована массированная DDoS-атака. Сайт Turkmen News безуспешно пытались положить с использованием цепочки прокси-серверов, видимо, чтобы нельзя было отследить концы. Атака эта осуществлялась исключительно в интересах тех людей, которые захватили интернет во всем государстве в своих коррупционных интересах. Глобальная сеть оказалась игрушкой для богатых. И все это не ради интересов государства, а лишь для того, чтобы коррупционеры могли зарабатывать на предоставлении мест в белом списке. Точно известно, что высшее руководство Туркменистана не отдавало приказа о тотальном шатдауне. Вполне вероятно, что президент страны и председатель Народного совета даже не осознают масштабов проблемы. Решение отсечь страну от интернета самовольно приняли руководители Управления кибербезопасности в своих личных интересах. Они считают, что Сердар Бердымухамедов плохо разбирается в современных технологиях, поэтому от него легко скрыть положение рядовых интернет-пользователей. При Бердымухамедове Управление кибербезопасности решилось довести блокировки до максимума. Это негативно влияет на то, как простые граждане воспринимают нового главу государства, ведь они надеялись на улучшение ситуации с его приходом. Мы призываем своих читателей и зрителей поделиться с нами информацией о Максате Гильдыеве, Дидаре Сеидове, Аланазаре Кулназарове и Сердаре Нурлиеве. Нам нужны их фотографии и любые другие детали о них. Для анонимной связи с редакцией пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.